Пока начну разговаривать, то есть я не буду рассказывать какие-то пока про стартап-тур, просто начну вводные слова говорить, потому что вы мне потом махнете, когда это будет эфир. Уже можно начинать? Ага, спасибо. Коллеги, мы в прямом эфире, давайте организационные вещи как-то уже остановим. Спасибо большое. Добрый день еще раз, большое вам спасибо всем коллегам, журналистам, кто пришел. Всегда рад с вами видеться. У нас действительно повод для брифинга очень, я считаю, знаковый, потому что сегодня мы расскажем про два мероприятия, которые пройдут у нас в начале марта. Это действительно такое знаковое событие для нас. Это стартап-тур Сколковский, который пройдет 5-6 марта в IT-парке города Якутска. И 4 марта перед этим произойдет запуск акселерационной программы B8. Про это мы, конечно, подробно все сегодня расскажем. Если по слайдам идти, у нас презентация же слушается меня, да? Должна была, да? Ага, я пошел влево. В целом, я хочу сказать, что стартап-тур, он уже проходит 9 лет. И действительно, ребята из Сколково, я считаю, делают огромную работу. Они за 9 лет проездили практически около 70 городов. Да, и когда 9 лет они начинали назад, это получается 10-й год, да, то есть в принципе про инновации в стране мало кто знал. Слово стартап вызывало какое-то недоумение, что это, с чем его едят, да. Слово инновации тоже только вводилось в моду. Сейчас уже буквально, я ездил на отчет правительства Верхнеуральский ВУЗ, уже Минсельхоз России, допустим, уже вводит в федеральной программе понятие как агростартап, да. То есть уже, оказывается, в целом этот тренд дошел уже до сельского хозяйства, самой консервативной, я считаю, такой довольно отрасли. Поэтому мы принимаем стартап-тур 3-й раз. Первый у нас был в 2014 году, потом мы проводили его в 2017 году, и теперь мы принимаем его в 3-й раз. И я хочу отметить, что в этом году мы единственный город на Дальнем Востоке, который принимает стартап-тур. Я считаю, что это не случайно, потому что, общаясь с коллегами из Сколково, может быть, это, конечно, звучит, может, как-то нескромно, но в целом, во-первых, это доверие нашему городу, да. То есть это говорит о том, что, в принципе, в Якутске на протяжении уже 7 лет создана инновационная экосистема, которая ежегодно выдает новые проекты. То есть, в принципе, менторам, экспертам, инвесторам куда лететь, да? То есть надо же приезжать, смотреть туда, где есть проект. То есть мы едем на рыбалку там, где есть рыба, да? Соответственно, они едут туда, где есть проект. Поэтому в этом году бесспорно был выбран город Якутск. И очень интересно, что как раз я в следующих слайдах покажу. В этом году 10 городов, мы единственный город на Дальнем Востоке, и к нам приедут проекты из других городов. Об этом я расскажу. Я сказал, что это как у нас было в 2014-2017 году. Если говорить про проекты, конечно, у нас в 2017 году одним из победителей является Александра Томская. Это получение органического светодиода на основе квантовых точек оксида графена. Вообще это, я считаю, такой прорывной проект, который, если мы его реализуем, то произойдет, скажем, переворот в области в индустрии производства смартфонов. Да? То есть, если подробно про это долго рассказывать, конечно, но тогда она вышла на финал Startup Village Сколково, практически дошла до финала, и буквально в финале буквально чуть не хватило. Я считаю, что не хватило просто, скажем так, умения выступать просто, да, в конце просто уже побеждали только те, кто очень хорошо выступает. Триф Шейкин – это система контроля управления доступом на базе мобильных телекоммуникационных систем. Сейчас он эту систему внедряет, успешно работает, в том числе в Северо-Восточном федеральном университете. Кстати, как раз с Samsung они лабораторию IoT открыли, Internet of Things, да, это в прошлом году. И Айсхан Алексеев, проект универсальный Wi-Fi реле RoboHouse, да, то есть он сейчас резидент IT-парка. Также у нас есть резидент из Сколково.
про них, то есть можно тоже долго рассказывать. Я как раз хотел бы представить, у нас здесь слева от меня сидит Баир Дербашкеев, это компания Account Technologies. Баир является финалистом, победителем регионального этапа на Сахалине. В прошлом году стартап-тур был на Сахалине. Я думаю, как раз потом мы дойдем до этого. Баир, может быть, немножко кратко рассказать, как это прошло. В прошлом году он выиграл на Сахалине, был на стартап-виллидже. Также справа от меня сидит Ваня Филиппов, это главный инженер компании Vidroid, да, который сегодня вот заключила контракт на поставку роботов в Казахстан. Я думаю, тоже мы об этом поговорим. Ну, что такое говорить про стартап-тур? В целом он, конечно, каждый год меняется. Основная цель и задача стартап-тура – это приехать в регион, скажем так, поднять интерес к инновациям, да, провести питчи по 3 трекам, об этом я сейчас расскажу подробно. Будет образовательная программа, то есть приедут спикеры из Сколково, вообще около 20 спикеров будет у нас. В этом году новшество, то, что будет Сколково Demo Day, то есть это уже приедут. Я, кстати, хочу подчеркнуть, что практически вот проезд сколковских организация, там, вот, взять на себя оплату вот этих спикеров, экспертов, это все берет на себя Сколково само, да, то есть они вкладывают в это деньги, проживание, там, все это за их счет. И они привозят несколько проектов, 8 проектов, которые будут показывать нашим индустриальным партнерам, таким компаниям, как Алроса. Алроса тоже будет участвовать у нас, Якутскэнерго, там, ЕТЭК и различные компании технологические, которые тоже будут представлены проекты Сколково, да, то есть их решения. Будет конкурс у нас по 3 направлениям. Это IT, информационные технологии. В этом мы классически сильны в республике. Да, у нас открылся IT-парк. В принципе, у нас проектов очень много. За этот проект мы не беспокоимся. Ну и 2 таких тоже наших, по сути, тоже проекта, которые у нас есть в республике. Это биотехнологии, проекты в медицине, сельском хозяйстве и индустриальные энергетические технологии. Что касается участников, в этом году, конечно, мы не смогли побить рекорд 2017 года. В 2017 году, я не знаю, там, что произошло, но это, видать, был пик активности вообще проектов, в том числе и Северо-Восточного федерального университета. Было, если Рома не даст мне соврать, там 250, по-моему, да, где-то? 260, как ты помнишь, Рома, молодец. 264 проекта было заявлено, в этом году 170 проектов, но в этом году мы не гнались как бы за количеством, то есть, по сути, главное была задача качества. И вот что интересно, в этом году у нас участвуют проекты из Москвы, 6 проектов из Владивостока, 3 проекта из Комсомольска-на-Амуре, приедут ребята из Чукотки. Вы знаете, что Бурятия теперь стала Дальним Востоком, дальневосточным регионом. Теперь у нас приедет проект из Улан-Удэ. Будет 2 проекта из Хабаровска. И вот очень интересно мне посмотреть на проект из Ярославля. Ребята заявились. Ну и также, конечно, есть проекты из республики. Это Нерюнгри, Мирный. И даже есть проект из Горного района. Я надеюсь, он пройдет в полуфинал. И мы их обязательно в Якутске увидим. Да? Ну и, конечно же, так как в Якутске проходит, большинство, конечно, заявок из Якутска. За что они борются, если спросят у меня друзья из прямого эфира, которые нас смотрят, и в том числе и в Инстаграме, они борются, во-первых, за путевку на финал. То есть, по сути, это вот, ну, получается, это как, если это был бы, вот, у нас сейчас будет Кубок мира по вольной борьбе, да, то есть это у нас региональный этап, то есть это отбор региональный, то есть все победители получат вот по 3 трекам путевки на стартап Village, который пройдет в июне этого года в Сколково. А там уже, соответственно, это практически главное инновационное мероприятие страны, куда приедут и зарубежные уже инвесторы, и на тех площадках будет куча экспертов, и там они поборются за главный приз. А приз регионального этапа, это, кстати, приз предоставлен нашими спонсорами, о которых я попозже скажу. Главный приз – это 300 000 рублей. Но и это тоже не все, потому что наш партнер – это фонд содействия инновациям, у которого, кстати, я хочу поздравить с юбилеем. К сожалению, сам не смог поздравить руководителя нашего Полякова, да, который у нас
является нашим партнером, финансирует по программам «Умник», «Старт», коммерциализация. Есть возможность выиграть по программе «Старт» 2 миллиона рублей от Фонда содействия инновациям. Такие проекты у нас были. И самое вкусное, самое интересное, за счет чего вот Сколково сейчас тоже проявило большой интерес, мы запускаем свой акселератор региональный. Я хочу сказать, что мы практически, ну, вот такой масштабный акселератор региональный мы единственный, точно на Дальнем Востоке, но в России тоже вот такого уровня именно региональных. Есть Фонд развития инноваций, Фонд развития интернет-инициатив, есть Generation S, РВК, есть там Сбертеховский акселератор, да, с 500 стартапами. Но вот мы запускаем B8. B8 что такое? Тоже мы параллельно принимали заявки, и 4 числа будет очная защита проектов, и мы в акселератор на 3-месячные такие ускоренные курсы возьмем 10 проектов, в которые проинвестируем по 2 миллиона рублей. Это согласно указа главы Арсения Сергеевича Николаева, номер 149, где было сказано, что нужно создать фонд развития инноваций. И, кстати, об этом говорил в послании Владимир Владимирович Путин, да, о том, что нужно поддерживать на ранней стадии проекты инновационные, как раз направленные на развитие искусственного интеллекта, больших данных и других направлений. Поэтому этот год будет очень интересный. Мне самому интересно посмотреть проекты. И, конечно же, с точки зрения экспертов, вот их фамилии, приедет вице-президент фонда Александр Чернов, приедут Олег Баранник, главный ментор стартап-тура, приедет руководитель фонда содействия инновациям в Сколково, города Москва, приедет наш постоянный коллега из Tech Garden в Казахстане Станислав Триерс. Также приедет руководитель Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий на Дальнем Востоке Руслан Саркисов. Приедет наш коллега из технопарка «Русский» Дмитрий Паряков, если он меня сейчас смотрит. Дима, тебе привет, мы тебя ждем. То есть вот это, в принципе, не все эксперты, но их будет около 20. Также будут выступать в том числе и наши коллеги. Кстати, будут коллеги выступать из Майтоны, будут выступать наши коллеги из венчурной компании, из технопарка, из лидеров нашей отрасли. И вот партнеры нашего стартап-тура, это же, конечно, венчурная компания, компания Синет, Майтона, Алмаз Эргенбанк, Ятек, Индрайвер и, конечно же, наш фонд, это наш акселератор B8, за что им огромное спасибо. Кстати, я хочу сказать, что компания Синет и Майтона всегда поддерживают наши мероприятия, за что им действительно огромное спасибо. Вот наш конкурс «Моя профессия IT», они всегда тоже являются нашими партнерами, всегда нас поддерживают. Поэтому заканчиваю, да, лучше перейти к вопросам и давайте как-то открытый более диалог построим. Спасибо за внимание. Готов перейти к вопросам. Здравствуйте, Анастасия Данилова, НВК «Саха». Вопрос такой, может ли победитель он взять выигрыши в 300 тысяч рублей и 2 миллиона от Фонда содействия инноваций? Да, вопрос хороший. На самом деле, да, действительно можно. Я так понимаю, что вот оригинальный приз, который выставляем мы, это наш приз, поэтому понятно, что будут решать эксперты. И если фонд содействия инновациям решит, что этот проект тоже лучший, то он получит, получается, и 2 миллиона, и 300 тысяч. Так может случиться. То есть, если это будет такой хедлайнерский проект, то он может действительно 2-300 выиграть. Такой вариант есть. Кстати, не думал об этом, но действительно так может случиться. Пожалуйста, еще вопросы, друзья? А можно микрофон и чуть покороче, чтобы наши коллеги слышали из... Нет. Да, девушка. Сейчас с проектами можно ознакомиться? Ага, с проектами ознакомиться, наверное, вообще сейчас эти проекты, они
как бы финалисты еще не отобраны, да, то есть идет сейчас отбор. Прием заявок, Роман, я так понимаю, закончен? Да, закончен. Сейчас идет отбор. Я так понимаю, что мы их опубликуем где-то, наверное, к 1 марта, да, где-то ближе. Когда? Но мы ожидаем, что будет в среду, в четверг информация с Москвы. Ну, я так понимаю, точно, к нам же 1 марта приезжают коллеги с Владивостока. Да, и Евгений Перельман. И, то есть мы 1 марта опубликуем 30 финалистов полуфинале, которые будут выступать. Кто является, каким образом отбирались они? Так, очень хороший вопрос. На самом деле, практически все эксперты, которые отбирают, это все эксперты Сколково. То есть мы там практически не принимаем никакого участия. Мы просто, есть сайт, на котором мы подаем заявки, форма, вот, а всю экспертизу, отбор делают коллеги из Сколково. И финалистов тоже они будут? Да, они тоже отбирают. Мы просто, мы как региональные партнеры организуем площадку и надеемся, что якутские проекты выиграют. Так, пожалуйста, еще вопрос. Так, Денис Адамов, Якутия.Инфо. Вопрос касается отбора тоже, да? Бизнес-модель. Ну, я понимаю, что Сколково отбирает участников, то есть мы со своей стороны просто предоставляем участников, да? Но все-таки при предоставлении участников на конкурс учитывалась ли их бизнес-направленность? То есть не просто там наука ради науки, а именно чтобы этот момент был продуман. Денис, спасибо за вопрос. Действительно, это абсолютно правильный вопрос с точки зрения давно уже, ну, по крайней мере, вот у нас это точно, и Сколково тоже такой, скажем, пивот сделал в свое время, что да, действительно, и даже сейчас фонд содействия инноваций, даже уже на уровне умника, то есть это практически самая предначальная стадия на уровне идеи, смотрят действительно именно бизнес-направленность, то есть возможность потом выйти на масштабирование, чтобы из этого вырос бизнес, Денис, потому что смысла нет. То есть инвесторы, которые приезжают смотреть проекты, они в принципе же тоже, у них задача какая? Заработать денег. Вот у нас приезжал руководитель, создатель компании «Умником» Паньков, да, и он тоже смотрел наши проекты и говорит, да, действительно, есть в Якутске проекты, на которых можно заработать деньги. И, кстати, руководитель, создатель, хозяин группы компании «Киви», тоже когда в Якутске смотрел проект, он говорит, да, он еще в Инстаграме написал, что своим коллегам, друзьям советую приехать в Якутск, посмотреть проекты, здесь что-то происходит, он сказал, что здесь выходит Майтона, отсюда появился Индрайвер, сейчас растет Фантастик, и здесь место, где можно инвестировать и зарабатывать деньги. Поэтому да, большинство наших проектов, и, кстати, акселератор, он только ориентирован на Go Global, то есть проекты, ориентированные на глобальный рынок. Но в том числе, Денис, кстати, вот он же называется «Цифровой регион» в этот раз. И мы, в принципе, я вот как министр уже инноваций и цифрового развития, мы, конечно, будем со своей стороны смотреть проекты, полезные в том числе для республики. То есть мы тоже будем смотреть, но надеюсь, что это тоже будут бизнес-истории какие-то, но если будут сервисы для улучшения работы сервисов в Якутии, то мы готовы тоже как-то их рассматривать, поддерживать. А вот тогда вопрос в продолжении. Вот, Анатолий Скалонович, вы упомянули, что у нас будет спонсорами, да, выступают такие компании, как ЕТЭК, Алроса. Возможно ли такое, что... Алроса нет, Алроса просто приедет. Ага. Ну, тем не менее, возможно ли такое, что как раз-таки, ну, вернее, вы ставите ли такую цель, что во время Russian Startup Tour некоторые инвесторы, в том числе нашей компании, смогут рассмотреть проекты для того, чтобы их инвестировать? Денис, тоже очень хороший вопрос. На самом деле мы к этому и стремимся. Почему мы приглашаем вот партнеров? Я хочу сказать, что изменилась ситуация. Если раньше, там, лет 5 назад мы стучались там, в двери Алрос, в Мейчел Майнинг, я лично ездил 2 раза, предлагал наши проекты, было очень сложно, честно признаться. Было сложно заходить в корпорации. Сейчас ситуация поменялась. Мы как стали работать? Допустим, на наши хакатоны уже приходит Якутскэнерго и ставит свои задачи. То есть говорят, делятся проблемой. Мы на самом деле как перевернули эту ситуацию? Мы говорили, всегда же в крупные компании ходят просить деньги, да, Денис? А мы ходим просить проблемы. Мы говорим, поделитесь с нами проблемами своими, что вам надо решить. Вот поставьте нам задачу. В принципе, по сути, любой инновационной компании или IT-компании нужна какая-то задача, которую они должны решить.
Вот сидят ребята, они умеют там что-то хорошо делать, условно там классные инженеры или там программисты, но им нужно ставить задачи, и они их делают. Вот у нас с Алроса сейчас идет кейс по искусственному интеллекту, по сортировке алмазов, да. Сейчас одна из наших компаний, пока контракт не подписали, но, по крайней мере, идет экспериментальная обработка вот возможностей наших ребят, которые могут сделать это. Вот Якутскэнерго ставил вопрос. Мы в свое время решили одну из задач компании Сахатранснефтегаз. Да, то есть, и вот мы надеемся, что вот, придя вот на стартап-тур, вот эти региональные наши лидеры, это, как говорится, нет предела совершенства, надеемся, что они будут приходить и больше делиться с нами проблемами. А мы будем решать в надежде на то, что будет контракт. Мы на самом деле, Денис, от них инвестиций не просим. Вот условно, допустим, ты Алроса, я стартап, ты поделился какой-то проблемой, я ее решил, ты говоришь, да, это классно, давай, это улучшает как-то мой процесс, снижает мою себестоимость, делает меня конкурентоспособнее, и, соответственно, заключаешь мой контракт. Мы их рассматриваем как рынок, то есть как стартовый рынок, который организует нам спрос на нашу продукцию. Вот это самая главная задача для крупных корпораций. Их у нас много, и мы на самом деле считаем, что это наше конкурентное преимущество в Якутии, что у нас есть такие крупные игроки. Спасибо. Полина Николаева, Лусмедиа. У меня такой вопрос. Участие принимают только резиденты бизнес-инкубаторов и IT-парков или все кто угодно? И второй вопрос, в каких районах еще планируется открытие IT-парков? Спасибо. Да, хороший вопрос. На самом деле нет, конечно. Понятно, что резиденты технопарка, IT-парка, инкубатора, они активные, они всегда сосредоточены, ну, как бы, есть доступ к телу, то есть коллеги вот из технопарка просто их проходят там, стучатся в двери, вы там подали заявку там, да, и, конечно, ну, как бы, на самом деле они самые активные, но мы вот специально ходили в университет Северо-Восточный, проводили совещания на уровне проректора по науке, и очень много заявок с университета, есть заявки, как я сказал, с районов, да, есть заявки из даже техникумов. Поэтому ну, мы не ограничиваем никого, то есть любой желающий может подать. Даже есть, кстати, проекты. Кстати, вот Баир яркий пример. Я думаю, Баиру надо дать слово, что вот Баир, он не пришел ни с университета, ни с инкубатора, то есть он пришел из бизнеса. То есть вот, Баир, давай ты вот прокомментируй, как ты пришел вот вообще к проекту и как ты участвовал на Сахалине в прошлом году. Да, добрый день, коллеги. Меня зовут Баир Дарбашкеев, компания Account Technologies. Вот в 2017 году, получается, 1,5 года назад, у нас родилась идея по использованию технологии Wi-Fi в ритейле, в бизнесе. И, недолго думая, организовали компанию. Буквально через месяц-два стали резидентами технопарка Якутия. Вот. И тут же поступило предложение участвовать вот в стартап-туре 2018 года. Но, к сожалению, для нас этот стартап-тур не проходил в тот год, да, в Якутске. Нам пришлось за свой счет ехать на Сахалин, Южно-Сахалинск. Мы поехали, конечно же, и победили в номинации «Старт-СУФ» Фонда содействия инновациям. Вот. Позже нас вот по результатам того, что мы выиграли, пригласили уже на Startup Village. Это было уже в мае-июне 2018 года. Мы тоже поехали. Без гарантии, что мы выиграем. Да, был большой конкурс в нашем трекшене, ну, в нашем отделении. Там порядка 30, по-моему, проектов было. Вот. Ну, мы выиграли и зашли в программу «Старт-1». Вот сейчас вот у нас эта программа идет. Мы занимаемся неокром по этой программе. Сдали уже 2 отчета. Сейчас вот где-то к июню месяцу мы должны будем показать результаты вот этой вот программы годичной. Ну и надеемся, что по результатам того, что мы пройдем программу «Старт-1», мы подадимся обязательно на программу «Старт-2» того же Фонда содействия инноваций. Вот. Баир, вот у меня такой вопрос просто. Вообще, вот ребята нас сейчас смотрят, да, и думают, зачем вообще этот стартап-тур, какие-то приезжают Сколковские, это так сложно. И для чего вообще это сейчас? Вот для тебя что дал стартап-тур? Вот что тебе вот именно как проекту дал? Или, может, как тебе вот лично? Нашей команде, нашему проекту стартап-тур дал очень много. Перечислять можно долго. Но самое основное, что я думаю, да, это
Во-первых, возможность услышать мнение экспертов в области инноваций о твоем продукте, о твоей идее. То есть, ну, вообще она будет востребована, она правильная, потому что многие стартаперы, они же как, ну, думают, вот классно, я что-то придумал, сейчас вот мы как выйдем на весь рынок, завоюем там за год весь мир. Оказывается, далеко не так, что нужно доказывать, что твой продукт, он действительно нужен, искать ниши, где твой продукт или твоя идея, или твоя программа будет применима. Это довольно-таки сложно, но это стоит того. То есть подаваться нужно быть вот в этой теме, чтобы те люди, которые к нам сюда приезжают, эксперты рынка, да, они объективно оценивали твой проект. Если действительно там есть идея, там есть бизнес-составляющая, что это может масштабироваться не только там на территории России, СНГ и там дальше может пойти, да, то они поддержат и объективное мнение скажут. Кстати, надо, наверное, кратко сказать, вот буквально в 3 словах, ты уже научился это делать, о чем проект твой именно? Наш проект, он о понимании, кто приходит к нам, то есть какие посетители, мы можем их точно вычислять, и потом мы можем их догонять маркетингом. Вот в прошлом году был Восточный экономический форум, да, и БАИР поставил свое оборудование на павильоны. Там, ну, каждый регион ставит павильон. 9 павильонов. Даже Кемеровская область ставила, там Владивосток. И БАИР точностью до каждого человека посчитал, сколько человек приходило, с какими носителями, да, там Samsung, Apple. И более того, мы с помощью технологии, это по сути технологии больших данных, мы рекламировали инвест-сессию Якутию внутри кампуса ДФУ, потому что кампус огромный, и вот очень сложно, как вот, допустим, идет сессия Кемерово, идет там Альфа-банка, там ВТБ, куча мероприятий параллельно, и как вот отрекламировать внутри этого хаоса, кроме того, чтобы раздавать в национальном костюме флайеры, да, какая еще технология существует. Обычно стоят люди, там, приходите к нам на сессию, там, 220-й кабинет корпуса А, там, да. БАИР всех посчитал, кто там уходит. И в Фейсбуке и в Инстаграме тех людей, кто там был, у них появлялась таргетированная реклама, что вот Якутия вас приглашает на инвест-сессию. И мы эту технологию сделали на ВЭФе, и на инвест-сессии у нас не хватило места в итоге, да, то есть очень много людей пришло. Технология очень крутая, сейчас многие интересуются уже. Назови своих партнеров вот так, с кем ты уже начал прорабатывать, вот, кто уже пользуется. Ну, сейчас по Якутску вот самая большая инсталляция у нас стоит ТРК Туймада, там все это стоит, считается. Ну и куча мелких магазинов, кафе, ресторанов вот по Якутску. У нас, более того, мы за последние полгода нарастили свою партнерскую сеть по России. Сейчас у нас 23 партнера по России, и она уже вот дошла до Москвы. То есть нормально, там до Черного моря даже дошла уже. Понимаете, да, то есть стартап-тур прошлогодний, компания буквально там, ну, получается, 1,5 года, да, и уже сегодня это уже превращается в компанию федеральную. У меня другой вопрос к Ване Филиппову на самом деле. Извините, что я начал так модерировать, просто это интересно. А Ваня, другая история, Ваня чистый человек из науки, физик, вышел из нашего физико-технического института, работник Северо-Восточного федерального университета. Вот как вы пришли к своей этой проблеме? Вот все у меня спрашивают, что за роботы-уборщики вообще? Что вы вдруг решили, что их надо собирать вообще? Микрофон. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Филиппов Иван, я руководитель производства в компании «Автономные технологии». Как мы к этому пришли? У меня есть в нашей компании партнер мой, Потапов Николай, он наш генеральный директор. И вот как-то 3 года назад ко мне зашел он в лаборатории механотроники физико-технического института и сказал, что вот нам нужны роботы, которые могут мыть автономно полы в больших помещениях. Я сказал, окей, а вы сами этим занимались? А он сказал, да, я этим занимаюсь непосредственно. Ну и вот с этого времени мы начинаем разрабатывать наших роботов, которые моют полы. Мы сейчас разработали несколько версий, называются они сейчас Nomad и Vidroid. Сейчас мы разработали 4-ю версию Vidroid, которую мы покажем на Russian Startup туре.
Но основная задача — это не выиграть Russian Startup Tour, а показаться инвесторам, которые будут приглашены на это мероприятие. И надеемся получить очень хорошие отзывы, компетентную оценку от менторов. Несколько менторов, которые вот сейчас Анатолий Аскалонович перечислил, как бы нам помогали в течение 2 лет. И вот мы ездили в Казахстан, проходили акселерацию этих городов. И как раз-таки 2 ментора, Станислав Триерс, да? Да, Станислав Триерс и Олег Баранник нам очень сильно помогли. И вот в течение, скажем так, года мы очень сильно выросли в плане бизнес-модели, в плане вообще продвижения бизнеса, ну и так далее. Да, я вот хочу подчеркнуть, очень важно, мы вот как создавать очень инновационный бизнес, да, и вот мы почему начали улыбаться по поводу того, что тернии, действительно это терпение, и самое важное понимать рынок, потому что вот та модель, которая была там у ребят в начале, у Коли Потапова уже была клининговая фирма, которая он просто по сути мыла полы, и он хотел по сути как бы ускорить процесс, сэкономить деньги, ну, по сути, да, не платить налоги за НДФЛ, там, за людей, да, чтобы просто, он говорит, там, Анатолий Аскалонович, говорит, проблема, люди там болеют, люди, типа, не приходят, там, прочее, а вот роботы, мне нужны роботы, которые вот не болеют и все время моют, да. И вот он пришел к этому и сделал, но модель-то у них другая была, там, они хотели услуги оказывать, теперь они перешли то, что сейчас, ну, производят роботов и продают. Это на самом деле очень круто. И вот вторая боль, которая у нас была в республике, на ранней стадии в проекты никто деньги не давал. Банки не дают, потому что нужен там обеспечение, кредит нужен, да. Там фонды поддержки предпринимательства, они там, ну, у них немножко другой фокус, да. Венчурная компания, вот сегодня я хотел бы Василия Васильевича спросить, у них тоже был фокус, то есть, да, на более поздней стадии, так же, да, Василий? Более поздней стадии, когда уже есть рынок. И на ранней стадии вот мы с коллегами, которые обучаются в Бостоне, провели исследование рынка и поняли, что на ранней стадии, вот кроме фонда Бортника, да, вот фонд содействия инновациям, никто деньги не дает. И вот, Василий Васильевич, на что ориентирован акселератор B8? Вот. Да, спасибо за вопрос. В общем, главная вот миссия нашего акселератора, да, это вот поддержка проектов на самой ранней стадии, как сказал Анатолий Аскалонович, да, то есть на стадии вот разработки минимально жизнеспособного продукта. Вот. Вообще, что такое вот акселерационная программа? Там, да, это вот ускоренное развитие стартапов. Главная вот вообще вот миссия, получается, это помочь стартапам выйти на следующий этап финансирования, вот, или пройти вот в акселератор более поздней стадии. То есть это главная миссия. И, конечно же, это вот первые продажи. Вот. Значит, у нас сейчас как раз вот хотел бы воспользоваться тем, что мы находимся в прямом эфире, в связи с большим потоком заявок, да, не все успели подать, и хотел бы вот сказать, что мы принимаем поздние заявки до 28 февраля. Вот. Ну, вкратце, да. Хорошая новость. На самом деле у нас есть гипотеза того, чтобы все-таки Якутия, если хочет стать таким действительно инновационным регионом, лидером, да, действительно, да, то есть мы должны, вот почему называется Open Innovation, открытые инновации, то есть мы должны стать открытыми миру. Это очень важная задача, и вот моя гипотеза вообще, что нужно сделать так, чтобы другие стартапы из других регионов и других стран приезжали в Якутск. Не в Силиконовую долину, там, да, не в Тайчжон или не в Сингапур, где гораздо больше инвесторов, гораздо теплее на улице, да, и, скажем так, больше технологических стартапов рядом. Да, то, что вот сейчас делает Сколково, они же, ну, как бы пылесосят, по сути, да, вот они ездят, на самом деле, по стартап-туру по стране, и лучших отбирают, приглашают в Сколково. Они правильно делают, на самом деле. И мы им тоже открыты, содействуем, помогаем. Пусть ребята едут в Сколково, становятся сильнее, да, и там выходят на рынки. И вот мы в акселераторе, вот его фишка основная, что в акселератор могут попасть также проекты из Дальнего Востока. Мы надеемся, что вот в первый кохорт, да, в первый набор попадут проекты из других регионов и хотя бы приедут на 3 месяца. Да? Вот что как бы приедут, полюбят Якутию, там, женятся и останутся здесь. А может, получат инвестиции или, допустим, выйдут на контракт с крупной компанией и, ну,
бросят корни здесь, там, зарегистрируют фирму, начнут набирать на работу. Вот. У нас такая гипотеза, то есть мы хотим вот за счет акселерационной программы сделать Якутск притяжением стартапов с других регионов. Как раз вот в продолжении вот то, что Анатолий Аскалон сказал, то, что Якутск стал бы там точкой притяжения, но все-таки компании идут туда, где выгоднее, да? Естественно, это в первую очередь бизнес-климат, это меньшие ставки налогов. Ну, все. И сейчас уже есть такая идея вот, создать, как говорят, цифровой ТОР, да? Да. Как в этом направлении работа ведется, что у нас на сегодняшний день есть? Хороший вопрос. Действительно, торы должны тоже, я считаю, эволюционировать. В принципе, идея торов, она классная. Вы знаете, что заявку на тор Кангаласы, ну, это ни для кого секрет, ядром этой заявки была рабочая группа Технопарка Якутия, в которой я лично принял участие. Но для IT-компаний форма ТОРа, в котором сегодня существует, она, скажем так, ну, не очень подходит, потому что она привязана к месту. Айтишники люди свободные, они хотят работать, ну не знаю, там, с видом на Ленинские столбы. Да, там, сидеть в деревянном доме, кушать там морковку и смотреть на Ленинские столбы и кодить, там, допустим. Поэтому у нас пришла такая гипотеза, и мы думаем, что ее коллеги поддержат из Минвостока, надеемся на это, что надо сделать цифровой ТОР на весь Дальний Восток. То есть если есть IT-компания на Дальнем Востоке, она зарегистрирована здесь, платит налоги, там, НДФЛ, рабочие места здесь, то она может, ну, виртуально там, на сайте зарегистрироваться, пройти проверку и получить такие же налоговые преференции, как получают резиденты ТОРа, сейчас та же Липснелли или другие компании, и получать вот налоговые льготы. На самом деле крупным компаниям, таким как Майтона или Индрайвер, это интересно. И это действительно может стать притяжением для других стартапов, потому что вот в Беларуси парк высоких технологий, они так и сделали. То есть они там обнулили налоги. Основная задача, чтобы эти крупные компании эти создавали рабочие места. Да? И в принципе вот в Торе есть очень классная тема, которая всем айтишникам нравится. Это 7,6%, насколько я помню, выплаты в страховые фонды. Да, это на самом деле огромная экономия, вот, ну, именно по заработной плате. То есть основной расход, по сути, любой IT-компании – это заработная плата. Поэтому хорошая идея, ее надо продвигать. Я думаю, что дойдем до этого. Да, Юрий Сергеев, радио Саха. Скажите, вот Тор Арктика, да, вот сейчас тоже об этом много очень говорят и сказано. Все-таки оно будет привлекательным для айтишников. Вот, что вообще в этом в перспективе есть? Хороший вопрос. Очень сложно мне сказать. Я не являюсь разработчиком вот Тора Арктика. Да. Я, в принципе, слышал про этот Тор. По сути, Тор Арктика, конечно, его главная задача – это создать рабочие места на Арктике. Да. То есть создать условия для того, чтобы там проекты, я не знаю, там по переработке там, рыбы, еще что-то нам начали появляться. Да. Я на самом деле против того, чтобы в Торе Арктике появлялись, ну, получали льготы добывающие компании. Не очень бы хотелось. Хотелось бы все-таки заниматься, ну это мое личное мнение, да, хотелось бы все-таки заниматься более высоким переделом каким-то, да, и добавленной стоимостью. Но вот чисто для IT-компании вопрос сложный, потому что вот наше видение, что цифровой Тор, он должен, ну еще раз говорю, ну хочет в Арктике, пожалуйста, там, тем более мы сейчас оптику тащим в Оленек. Я, кстати, был в Оленьке, это супер место, я хочу туда вернуться, это шикарнейшее место. Я вообще считаю, что Якутия, действительно, если мы дадим быстрый интернет в каждый там наслег, да, и нормальные понимаемые условия проживания, то, в принципе, фрилансеры, вот, айтишники, небольшие команды, в принципе, ну, можно стать меккой, можно стать модным вообще приезжать в Якутию и здесь что-то делать, потому что когда приезжал Евгений Касперский, разработчик, ну, вы знаете, знаменитый этот Касперский Лаб, это антивирус, когда он встречался с IT-компанией, он сказал, что вам зимой здесь делать? С длинными зимними вечерами. Он говорит, только программировать, да, то есть поэтому вот эта теория, ее надо проверить. Но мы считаем, что все-таки айтишники должны выбирать место сами. Будет Якутск, там горный район, Сунтар там, или Оленек, они должны выбирать сами.
Артемий Грошев, ЕСА. Вот, Анатолий Аскалонович, хотелось бы вернуться к нашему проекту, который выстрелил вот недавно, Ведроид. Вопрос простой. В чем секрет успеха данного проекта? Ну, я думаю, Ваня, наверное, сам ответит. Я потом могу добавить. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, секрет успеха в, ну, скажем, длительной подготовке, упорной работе, но еще как такового успеха я могу сказать, ну, еще пока нету. Но я скажу, будет успех, когда мы продадим 100 таких машин. Да, тогда будет успех. Мы сейчас выходим на точку безубыточности. Когда мы на эту точку выйдем, тогда можем сказать уже, ну, точно, что это, да, успех. У нас есть потенциал, у нас есть технологии, у нас имеются, скажем, умные инженеры, хорошая сплоченная команда. Я тоже хотел сказать про технологии, да. Ага. Самая соль в нашем, ну, скажем, в нашем производстве – это, конечно, программное обеспечение, и есть интересные патенты на, ну, скажем, программно-аппаратный комплекс, где аппаратная часть стыкуется с программной частью. Я в июле прошлого года чуть не заплакал, когда мне ребята с Ведроида показали платы, на которых написано там «Design by Vedroid», да, то есть сделано Ведроидом, то есть платы они делают уже сами. Поэтому на самом деле вот когда я поверил в этот проект, я увидел в том, что на нем можно испытывать вот те технологии. Вот очень важный момент нам нужно понять. Знаете, инновация, вот когда говорят, да, вот что такое инновация? Там, или это любое качественное улучшение продукта, приводящее к его снижению себестоимости или качественное улучшение продукта. И вот инноватору на самом деле очень сложно. Вот, допустим, тебе принесут провод, типа новый проводник, вот тебе провод. Тебе же нужен свет, по сути, или электричество, ты как пользователь. То есть тебе нужен какой-то продукт. А сам продукт, ну, скажем так, сделать его конкурентным, это очень сложно. И когда находится, вот говорю, задача, как рынок, на который ребята нацелены, а это конкретно большие стадионы. Я вот был в Сингапуре, коллегам из аэропорта видео скинул, там, где такие же ведроиды ездят. Они, конечно, чуть получше, побольше, но и стоят гораздо дороже. Вот одна из конкурентных преимуществ, сейчас все говорят про импортозамещение. Наши роботы в сколько раз, Ваня, дешевле? Ну, в три раза, как минимум, они дешевле, да. Ну и по функционалу имеется тот функционал, который не имеется у, ну, и, скажем так, японских и швейцарских роботов. Кстати, этого у конкурентов нету. Ну, слухи быстро расходятся, мы это еще информации не афишировали, но да, мы готовим на Russian Startup Tour показать как раз-таки робота с рекламными дисплеями, которые будут рекламировать. Ну да, он может ездить по аэропорту и заодно что-то рекламировать еще, конечно. Да. Вообще функционал там может быть разный, конечно. Да. Ну и, например, чего нет у конкурентов, мы дезинфицируем помещения амальгамными лампами. То есть, кроме влажной уборки, мы еще проводим дезинфекцию воздуха и полов. Вот так вот. Так, коллеги, вопросы? Анатолий Аскалонович, а если из имеющихся заявок какие-то уже известные стартап-проекты? Если есть, то как вы оцениваете их шансы на победу? Ну, вот с коллегами я с технопарка общался. На самом деле я, к сожалению, проекты не видел. То есть я не имею доступа вот сейчас к заявкам, но по слухам, по крайней мере, с кем я общался, из того, что я знаю, кто заявился, ну, с тем в городе, кто я общался, потому что с других городов я точно не знаю. Ну, я знаю, что Pricebox созрел, наконец-то заявился на стартап-тур. Pricebox — это тоже наш резидент, компания Слава Егоров, руководитель, которые сделали маркетплейс для маленьких магазинов, да, и сейчас они тоже успешно идут, масштабируются. Я его называю такой индрайвер для магазинов, да, и вот они, сколько, я сейчас не знаю, последний раз я с ними общался, у них было 15 городов, мне кажется, сейчас уже больше. И вот на стартап-туре посмотрим. Конечно, на самом деле мне вот чем еще стартап-тур нравится, некоторые, честно сказать, в технопарк не заявляются. Ну, по каким-то причинам, ну, допустим, далеко, да, или хотят сидеть у себя там в вузе, или в институте, или где-то еще. И вот стартап-тур, он как раз позволяет посмотреть новые проекты, потому что экспертиза не местная,
абсолютно нейтральная, то есть можно объективно получить объективную оценку своего проекта. Поэтому мы надеемся, что вот будут проекты. Я наоборот надеюсь, что появятся проекты, которых я не знаю. Ну, по-моему, да, исчерпали все вопросы. Я просто всех приглашаю. У нас приедут коллеги, журналисты из федеральных СМИ. Приедет 5 где-то федеральных СМИ. Название, если Рома не подскажет, не помнишь ты? Петр Петрович? Не подскажешь? Да, вот присутствует Петр Петрович Гавриш, директор технопарка. Петр Петрович, может, добавишь от себя что-то? Мы слово тебе не дали. Так, ну, вкратце всех добрый день, во-первых. Призываю всех посетить стартап-тур, будет очень интересно, очень менторы. Да, расскажи про хорошего площадку. Уровня. Кстати, расскажи про площадку, где Да, площадка IT-парка. Вот мы закончили практически уже ремонт, там сейчас доходят финишные работы проводятся. Значит, очень красивое место, популярное будет, надеюсь, у нашей молодежи, у стартапов. Поэтому призываю всех подойти, значит, послушать треки образовательные, во-первых. Будет много очень хорошей новой информации. Значит, мы общались уже с Сколково, они везут классных спикеров, которых в Якутске еще не видел. Поэтому будет очень интересно. А как попасть вот просто без проекта? Можно там попасть без проекта можно. Обязательно нужно пройти регистрацию на сайте и попасть, то есть там очень легко. Регистрация буквально там 2-3 минуты. А журналисты как Журналисты тоже могут пройти. Тоже Да. нужно регистрироваться. Нужно регистрироваться на сайте просто. Поэтому приходите. Там startuptour.ru. Да, программа у нас есть на сайте, надо смотреть, и вот 2 дня будет классная инновационная туса. Всех ждем. Спасибо.